последнее время китайские СМИ начали усердно мотивировать молодых китайцев, окончивших университеты, на переселение в уйгурский регион для постоянного проживания. Глава Китая Си Цзиньпин направил китайским студентам, обучающимся в так называемом синьцзянском классе Китайского нефтяного университета, письмо, в котором отмечалось, что после окончания учебы им будет предложено постоянное место жительства в Восточном Туркестане и возможность безоговорочного пользования всеми видами государственной поддержки. По сообщениям агентства Синьхуа, из 392 тысяч китайских студентов, которые прибыли в Восточный Туркестан в прошлом году в рамках так называемого пакета помощи западным регионам, 290 тысяч изъявили желание работать на постоянной основе в приграничных регионах. Примечательно, что поощрение и стимулирование китайцев на переселение в Восточный Туркестан, начиная с 2016 года, когда в регионе начались массовые и произвольные аресты, в рамках которых, по официальным данным, были арестованы и заключены в тюрьмы и лагеря около 3 миллионов уйгуров, а по неофициальным более 5 миллионов, совпало с исключением уйгурской интеллигенции из образовательной и управленческой системы региона. По словам старшего инженера НАСА доктора Аркена Сыдыка, переселив часть китайцев в Восточный Туркестан, китайские власти пытаются решить проблему безработицы и увеличить число китайцев в регионе. Председатель Туркменского фронта Ирака и депутат города Киркук Эршад Салихи сделал заявление в социальной сети в поддержку Восточного Туркестана. Туркменский лидер призвал к единству ради Восточного Туркестана со словами «Наши братья на протяжении долгих лет подвергаются гонениям со стороны китайских оккупантов. Без всякой причины их лишают свободы и заключают в концентрационные лагеря. Мы должны объединиться во имя тюркских республик, автономных районов и Восточного Туркестана». На фоне продолжающейся напряженности в отношениях США и Китая, американская компания Lockheed Martin подписала соглашение о продаже Тайваню самолетов F-16. По данным Пентагона, в рамках соглашения 90 истребителей F-16 поступят на вооружение Тайваня до 2026 года. Примечательно, что соглашение было достигнуто на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем. Google объявила, что не будет отвечать на запросы о предоставлении пользовательских данных от администрации Гонконга. Руководство компании сообщило, что не предоставляло никаких данных властям города с июня, когда в Гонконге вступил в силу закон о национальной безопасности. Компания отметила, что пользовательские данные, необходимые для уголовных расследований, всегда можно запросить дипломатическим путем. Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам заявил, что делегация Федерального бюро расследований направится в Ливан для участия в расследовании причин взрыва в порту Бейрута. Пресс-служба лидера партии ливанских сил Семира Кака сообщила, что Хейл прибыл в Ливан с 3-дневным визитом. В результате взрыва в порту Бейрута погибли 177 человек, более 6 тысяч получили ранения.